Итак, друзья, сегодня у нас проверка сеток перед улетом в город Якутск. С Володькой выехали, нам удостоились чести, так сказать, проверить сети. Ну, конечно, хозяин сеток будет, не чужая сетка. Ну, хотя, да, проверка чужих сеток, так скажем. Погнали. Так, сегодня очень тепло, удивительно. Обычно в это время у нас бывает 20, ну 15 градусов в минусе точно. Ну сегодня всего лишь где-то минус 8, вот так вот. Тепло, да? Тепло, да? Да, тепло. Да, тепло, Володя сказал. Как в Калининграде, короче, зимой. В Калининграде сейчас плюс 16, ё-моё, вообще офигеть, тут аномалия какая-то. А у нас вот так вот. Здравствуйте, рыбаки. Здравствуйте. Так, что у нас сегодня в программе, кто расскажет? У нас стоят сети тут. Вот. Так, связки две. Что делаешь с ними? Сейчас будем смотреть. Проверка сеток, да? Да, проверка сеток. Сети ваши это или чужие? Наши сами ставили. Сами ставили. Чужие мы не трогаем. То есть бирки все имеется, да? Бирки, Да, все есть. Отлично. Все как положено. Понятно. Все по закону, да? Да. Так, а кроме проверок сеток, еще что-нибудь мероприятия намечаются или нет? Хотим вот заменить одну сетку. Дополнительно еще поставить, да? Да, порвалась та сетка. Большая рыба в тот раз ушла. Ага. Прям огромная рыба, да? Да, килограмм на 10, видимо, было. Ясно. И поэтому тоже, да? Поэтому мы решили заменить сетку. Заменяем сетку. Понял, Да, понял, но более все. прочную. Ну вот, друзья, отлично. Сейчас как раз вот вам удастся посмотреть проверку сетки саму и как делается установка сетки. Мы просто заменяем, да, не устанавливаем по новой, да? То есть, нет, да, нет, то Иннокентий что-то говорил, там две сетки переустановить надо туда-сюда. Да, вот это будем делать. Переустанавливать будем все-таки, да? Нет, там одну. Вместо нее другую воткнуть просто. Другой. Понял. Ух ты, лед трещит-то какая. Лед совсем не замерз, говорит, тонкий, да? Сколько дней стоит это вот у вас сетка-то? Не проверялась? Вчера проверяйте, да? Вчера проверяли? Каждый день проверяйте, конечно. Нормально, вон лопата пробивается, нормально, смотрите. Надо быть аккуратнее. Володе надо предупредить. Хватало, чтобы сейчас еще погоду. Вот, совсем легко, все пробивается лопатой. Обычная лопата. Хотя это не обычная лопата. У нее имеются вот такие дырки. Это как дуршлаг. Вот, видите, вот в воду. Это что, воду, да? Отсиживать, да? Не, ну надо все рассказывать. Некоторые не знают, для чего дырки. Андрей Аркадьевич, он очень хорошо рассказывает. Почему, говорит, дырки на лопате у вас постоянно пишут? Почему у вас лопата дырковая? Такое спрашиваю. Андрей Аркадьевич делал эти дырки. И у него спрашивают. Ясно. А так-то мы не знаем, да, для чего он это делал. Андрей Аркадьевич, да. Ясно. У него еще больше дырки вот на лопате. Ясно. Ну вот такие вот веселые ребята, собственно, с которыми не заскучаешь. Вот. Ну давайте у Андрея Аркадьевича спросим. Андрей Аркадьевич, многие подписчики спрашивают, вот меня интересуется, вот для чего все-таки вот такие дырки вот делают на лопате? Дырки? Да. Дырки делают для того, чтобы вода стекала. Когда вот так берем лед.
Так, да? Как пельмени вылавливать, Да. да? Бушлак, да? Да. Вот. Зачем воду? Зря. Черпать, Туда-сюда из этого? черпать. Ну, лучше остается, да, в лунке, в этом, в проруби остается вода, да? Вода остается, все. Берем лед. Понял. Все. Теперь, друзья, вы знаете, зачем дырки в лопате, вот. А то многие мне пишут там, зачем вы дырявую лопату таскаете. Давно, что ли? Да, есть такие, спрашивают. Сейчас будет проверка, да, это, или мы просто Проверка. подготавливаем? Да. Сразу будем проверять. Классно. А это чья? Пешня вот такая вот. Иннокентия, да, вот. Посмотрите, друзья, вот такая вот пешня, трехгранная. Делаются в основном такие пешни из торсиона. Вытачивается вал, наваривается на трубу и труба вставляется в палку. Ну, в черенок. А толщина льда очень тонкая, да, я смотрю? Тонко, сантиметров 7. Стоп, сетка. Вот так делаете вот ногой. Сейчас вот. Специальные перчатки, да, у вас какие-то защитные? Да. Это Промокаемые. очень хорошие перчатки. Они прям да, с мехом. Да, когда тут холодно. Они защищают руки, получается, от мерзания. Так, вот эту сетку мы оставляем или меняем. Нет, это мы оставляем. Кстати, знакомая сетка, да, такая. Вот тут Где-то я ее видел. завязываем веревку с этой стороны. Так, а как завязывать? Просто на бабочку? На бантик? Да, На бантик? бантик делаем вот так. И затягиваем. Это не простой бантик. Это какой-то модный бантик. Вот так. Так. С этой стороны мы будем завязывать якорь. Якорь для того, чтобы сетка шла ровно. А вот это что за палочка? Вот это называется пуговица. Чтобы быстро снимать и быстро это на холоде руки не мерзли. Вот ёшка вот тут зацепилась у нас. Чтобы узелки вот эти не развязывать, да, это Да, узелки не развязывааешь. Вот есть такая специальная петля. Тут тоже должен быть, по идее, пуговичка. Но мы его забыли взять с собой. Поэтому приходится так завязывать его. А здесь обычно бантиком, да? А, это... Сейчас будем смотреть уже. Чтобы... Противовес это чтобы это сетка ровная, да? вертикально. А вот эту веревку зачем подвязал? А это потом обратно тянуть будем сетку. Сетку обратно натягивать подо льдом. Понял. Ну, вы знаете, друзья, система довольно отработанная у ребят. Смотрите, и веревка у них есть, и пуговица, в общем, все есть. Серьезные довольно рыбаки. Вот. Так, сейчас ребята выясняют, кто будет все-таки проверять сетку. Кому же доверить это? Давай, Володь, одевай. Володька будет сейчас сетку проверять. Он никогда не проверял, прикинь, представьте себе, в жизни. Сергей, что ли? Володя, Володя. никогда в жизни, говорит, не Ну проверил. вот тогда удача. Твой звездный час, Володя. Удача на твоей стороне будет. Так, эту сторону мы веревки завязали, чтобы на всякий случай прорубь не ушла она. А, ну то есть надо привязывать Ну, обязательно, куда-то да? привязать надо, чтобы вдруг веревка это уйдет. Ну. А если уйдет, она прям с санями, с сеткой уйдет, ничего? Нет, сетка. Так, ладно, пошли проверять. Ну, будем сейчас обучать Володю проверять сетку. Володя, пошли. Давать, как говорится, подзатыльник официально.
Так, друзья, у нас сначала сетка начинается проверка с того, что вытягивается камень. Груз, давай, бери этот грузик, таскивай туда, прям тащи его. Стоп! Ложи. Ложу. Иди сюда. Держи за груз. Ты будешь вот эту сторону тащить, я буду вот этот под грузик подальше оттаскивать. Все. Хорош. Ложи. Иди сюда. Бери со стороны грузила. И вот так тянем. Аккуратно складывай под собой сетку. Вытаскивай кирпич. Ложи его. Чуть по стороне, да, вот так вот. И опять сетку укладываем. Иннокентий уже прогноз дает. На этой сети, говорит, пока ничего нету. Сетка довольно хорошая. Без дыр, аккуратно. Володя, сетка у нас на вес золота. Если порвешь рыбацкую сеть, можно схлопотать. Вот. О, Володя, твой друг, на. О, и зачем ты пришел? Давай, цепляй его аккуратно. Сначала по голове. Ну-ка, оба. Ну, что-то слабовато, удар не поставлен. Да. Вот не голова. Вот здесь, да. Так, а как ее вытаскивать-то? А вот это уже самый интересный вопрос. Она зубами, во-первых, это закручивать. Чтобы не порвать сетку. Блин. Да порвешь, ничего страшного, сильно не порвется. Ай. Не надо бояться рыбу. Не, рыбу-то я не боюсь, сетку не хочу рвать. Вот так делаем, вот. Изо рта, видишь, зашла у него. И все. Главное, рот у щуки главное распутать рот, и все. Да его как-то неправильно огрел ты. Вот так надо. Сейчас совсем удар не поставлен, смотрю. Дома потренируйся, что ли, вечером. Да, не в парк выйди там. Вот так она выходит отсюда. Почти сетки. У вас в Калининграде надо тебе съездить на практику к вашим калининградским рыбакам. Ну, у нас сети нельзя ставить. Да ладно, сколько сеток стояло, когда я Ну, весной это официальные. Так у нас это не приветствуется. был. Не, ну, У нас съезди это- официальные сетки проверь. Там тебе и потопят. О, хорошая рыба. Хороший улов сегодня у ребят. Уха будет вечером. Дома чувствую. Давай, Володя, дальше продолжаем. Вот. Иннокентий. Иннокентий ушел. Андрей Аркадьевич, как щука? Хорошая? А, нормально. Нормально, все. Так, все, хорош. Сейчас будет обратно утягивать. пускай. Обратно ложи, кидай. Сейчас будем подавать сетку. Будет собирать. Забирать. Маленько опускай до дна. Сразу видишь глубину сразу. Сколько здесь примерно? Глубоко. Глубоко, конечно, да. Сети надо ставить на глубине. Сколько щука-то на глаз-то? Да кило 100, кило 200. Ну вот такая. Кило 100, кило 200. Вот, ребята, уже не без рыбы. Где Чернельма? Какая чернельма, ты что? Это на щук ставят сети. Щуку сейчас, окуня. Самое милое дело. Ну мы с Володькой никак не хило наловились, да? Конечно, куда.
Отлично половили. Шикарно. Ой. Правда, у нас не сети. Мы Не так баловались. классно на По сети. местным меркам мы просто занимались баловством. Стой, сейчас пока не скидывай. Ага. Пускай сетка вся уйдет. Вот теперь опускай вот так аккуратно. И вот когда опускаешь, держишь. Хоп, чтобы она пошла. Давай, ставь. Ну что, держи свой улов. Да, в санке. Ну вот такая щука попалась, друзья, на сети. Круто. Есть, рыба есть, главное. Ну, на самом деле, друзья, работы очень много. Работа вся трудовая, поэтому довольно сложно все это. Ну, в смысле, требует очень много выносливости работа с сетьми. Это не сидеть на удочку порыбачить, конечно. На удочку порыбачить круто, конечно. Но на сетке надо потрудиться, поработать. Вот. Ну что, готовишься? Ну, Готовься. Лопату какую-то вытащил. Штатив. Надо такую вот. Да у меня есть. Есть домушка. Не стал брать. Все, погнали. Хватай ту сторону, где камень. Хорош, хорош. Давай, поехали. Вставай с этой стороны. О, здесь уже 60-ка, по-моему, или 70-ка идет. Прям с дырами, с такими. О! Система такая. Мы ее снимаем, поэтому ничего страшного, что мы ее так тащим. Потом разгребут. О, что там? О, Володь, Галимчик, твой друг, ё-моё. держи. Отвязывай Галимчика. Это друзья Володи. Он умеет с ними управляться кулаками. А ну дупочка, а? Хороший налим, да, попался? А, Володя? Огромный налив. Хорош. Ох, ребята, сегодня уху забористую сделают. И щука у них. Беганы там берра. И щука у них, и налим. Уху из налима Иннокентий пробовал, нет? О, У меня на этом есть там на канале, посмотри, смотри. Вот, друзья, вот такой вот налим Никодим. Ну таких, конечно, мы даже и не берем. Ну он вот, пузатый. Максы, ребята вечером уху сварят. Чего это делают? Протащить, конечно. Протащить. Правильно, Палку. вот даже Володя догадался, хотя он ни разу не устанавливал сетку. А протащить что, собственно?
Ну, обычно я видел, веревку протаскивают сперва. Так, а Потом по веревке затаскивают сеть. Правильно, вот видите, как даже Володя вот догадался, Я видел, что... со скалаки как ставят. А, ты со скалахи успел подглядеть? Ну, конечно, конечно. Понял. Оказывается, со скалахи увидела ведь Володя, как ставят сетку. Вот теперь знаем. Так, ну тут надо поаккуратнее ходить, потому что, возможно, иногда проруби бывает, Володя. Аккуратнее. Так, еще есть примета какая там, чтоб женщина не должна, да, переходить через это, да? Через сетку. Если женщина переступит через сеть рыбацкую, то рыба не будет ловиться. Вот такая есть у них поверье. Петя знает много поверий. Ну, то, что нельзя женщину с собой брать на рыбалку, и она не должна перешагивать через рыбацкую сеть, да? Иначе сетка не будет ловить ничего. Иннокентий, сам веришь в такое? Или нет? Поверил. Рыбачек-то много здесь. Рыбачек много, да, но сетки-то они не устанавливают, да? Почему не устанавливают? А устанавливают сами сетки? Конечно. Ничего себе. Вот это да. Вот бы такой встретить, да? Вот бы такой рыбачку встретить. Володе надо. Не, у меня жена тоже Володю рыбак. женить. А так, удочка, спиннинг. Не, а тут прям сеточница, видишь, такая. Ух, А надо ты там поехать. Володь, выгреби, а? Вычерпай. Вычерпай. Причерпывай аккуратно в кучку вот туда. Видишь, вот в ту сторону. Как они вот делают. Да. И аккуратно вычерпывай. Не спеши, главное. Да. Вот быстро стараешься делать, вот наоборот получается хуже. Вот и Володя начал черпать. Вот. Во всем надо умение. Вот. Даже вычерпывать лед из лунки, вроде казалось бы, да? Что там сложного? Но на самом деле вычерпать лед, чтобы его не было, тоже довольно сложное занятие для неопытного. Так, вот здесь вот установка, то есть загон прогона под лед довольно интересным методом проводится. То есть есть метод, когда вставляют полностью жердину, да, вот эту под лед. А у вас она не вставляется, да, полностью? Полностью не вставляет. Интересно, интересно. Сейчас посмотрим, как рыбаки Жиганска. Не война. А, о, баллары ведь. Так, друзья, у нас сегодня самолет задержался, рейс. Сейчас время у нас без 20:10. Через час у нас регистрация начинается, по сути. Ну, мы должны успеть, Володя, должны успеть. Надо тебе чуть побыстрее шевелиться, потому что у нас еще одна сетка осталась. Ну, еще зайти посмотреть табло. Нет задержек очередных. Но если мы задержимся, у Володи один день в запасе, то есть послезавтра он улетает. Но если мы сегодня не сможем улететь, то завтра крайний день, да? А если и завтра не сможем улететь, то Володя остается и женится на рыбачке местной. Хумуем бихи, когда мы... А то, ну, прям ругать. Давай-ка, Володя. Сейчас будем сетку слаживать здесь. Вот эту сетку дурацкую. Убираем в сторону пока. Отсюда вот, здесь вот будем ее сейчас складывать.
Так, а ребята прогон, смотрите, как делают. Вот Ага. довольно интересный метод. Иннокентий, вы откуда такой метод взяли? Я это Андрей Аркадьевич Придумал, да? вчера придумал. Ясно. Это метод для тонкого льда. Ну да. Он не для лентяев, он для тонкого льда, да? Толстый лед так не делаешь. Конечно. Если лед 2 метра, там уже так не сделать. Вот, смотрите. Видите, вот вышла веревка. Я держу вот так, хоп. Вот теперь он туда проходит. А Андрей Аркадьевич, я так полагаю, сюда идет. Сани уберем-ка давай. Потом сейчас это будет саней брать. Нет. А, это вот веревка здесь идет. Веревку туда перекинем. Перетащим. Все. Давай сетку начинаем собирать. Зацеплено. Ну все, друзья, вот такой у нас сегодня короткий ролик продолжительностью. И это поймали 3 рыбы. Это отлично. С 3 сеток 3 рыбы, это хорошо. Ну вот, друзья, даже такие истории есть, когда огромная рыба отрывает, рвет сеть, проходит насквозь, либо вообще там ломает сетку. Вот. Ну вот, друзья, не успел Володя убрать рыбу. Смотрите, ворон прилетал, он, короче, склевал рыбу, то есть выдолбил отверстие и забрал только печень, друзья. Вот нас всегда удивляюсь вороном, насколько умная птица. Причем забирает только самое лакомое. Вот, щуки печень есть. Вот лежит чир. Чира она не тронула, потому что у чира печени уже давно нету там. Вот, поэтому вот. И еще у нас тут есть налим. И вот эксперимент, конечно, мы не делали, но если бы лежали все эти 3 рыбы, то я думаю, ворон предпочел бы забрать печенью щуки, склевать. Я даже знаю почему. Так что смотрите, подписывайтесь на Клевая Рыбалка Лайф. Там я делаю различные другие выпуски, связанные с тематикой рыбы и тому подобное. Вот. И, возможно, в одном из выпусков расскажу почему. И спасибо Иннокентию за чира. Дома увезу домой, построгаю. Так что вот. Ну, друзья, проверили сетки.